Представители Джорджа Кенша, кто из вас выступит? Пожалуйста, Камила Бишембековна. Уважаемые участники судопроизводства, мы представляем возражение на представление Акикатчи о признании пунктов 1.4, 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности неконституционными и противоречащими абзацу 2 части 2, части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики. Мы считаем, что вышеуказанные нормы не являются противоречащими нормам Конституции по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 19 закона, общими требованиями к кандидатам для получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью является наличие гражданства, высшее юридическое образование, стаж по юридической специальности не менее 1 года. То есть достаточно 1 года на определенных должностях, чтобы был допущенным к сдаче квалификационного экзамена. А в свою очередь пункты 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 предусматривают категорию лиц, которые освобождены от сдачи квалификационного экзамена. Это лица, имеющие обязательный 5-летний стаж работы в следственных подразделениях правоохранительных органов, в качестве судьи в отделах аппаратов президента, Джорджа Кенеша, правительства на должностях, требующих наличия высшего юридического образования, и в качестве депутата Джорджа Кенеша, имеющего высшее юридическое образование. Данная норма была введена ввиду того, что указанная категория лиц, имея 5-летний стаж по линии юриспруденции, в полной мере может осуществлять адвокатскую деятельность, так как профессионально отличительной чертой адвоката является умение работать с нормативными правовыми актами, читать, разъяснять, трактовать, растолковывать каждую норму. Здесь стоит отметить, что сотрудники следственных подразделений и судей в полной мере овладевают правоприменительной практикой за 5 лет работы на своих должностях. В свою очередь, сотрудники аппаратов президента Джорджа Кенеша правительства, занимающие должности, требующие наличия высшего юридического образования, в основном занимаются анализом, экспертизой и разработкой проектов нормативных правовых актов. То есть стоит отметить, что человек, который умеет разрабатывать законопроекты, соответственно, он сможет спокойно и растолковывать, и работать с нормативными правовыми актами. Эти качества касаются и деятельности депутатов Джорджа Кенеша, имеющих высшее юридическое образование, так как они по закону являются инициаторами, имеют право законодательной инициативы. В этой связи считаем, что данная норма не является дискриминацией по отношению к определенной категории лиц, так как в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 16 Конституции предусматривают специальные меры для лиц, имеющих 5-летний стаж работы на должностях, требующих высокого профессионализма. Вместе с тем стоит отметить, что антидискриминационный принцип предполагает недопустимость установления различия, деления по признакам пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, которые в контексте пунктов 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 не имеют места, так как возможность достижения 5-летнего стажа на указанных должностях при наличии юридического образования не ограничена. То есть любой человек может проработать на таких должностях и иметь право не сдавать квалификационный экзамен. Таким образом, считаем, что специальные меры, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 закона, никоим образом не ущемляют права и свободы человека и гражданина. Кроме того, если обратиться к международной практике, законодательство Республики Казахстан, Азербайджан, Молдова также предусматривают нормы, согласно которым лица, проработавшие в правовой сфере, вправе получить лицензию адвоката без сдачи квалификационного экзамена. На основании изложенного просим представления Акикатчи Кыргызской Республики о признании пунктов 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности неконституционными и противоречащими абзацу 2 части 2 части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики оставить без удовлетворения. Спасибо. Оразбеков Максат, у вас есть дополнение к выступлению? Нет, Ваша честь.